да, найдет, потому что, ну, я знаю, что несколько депутатов вроде окончили ИНУ, поэтому думаю, да. Вы на кого учитесь? Я на международные отношения. Я считаю, что поможет, потому что без диплома как найти свою работу. Есть работы, которые без диплома работаю, но моя специальность диплом обязательно. На кого учитесь? Авторитет и управление. У нас ни один диплом в Казахстане не котируется ни в Европе, ни в Америке. Работа всегда найдется, думаю, на инженер. Инженер в какой сфере? Это нужно сейчас проверить, посмотреть на сайте. Сейчас сложно, потому что без опыта никто не берет. А еще спросить магистратура, докторантура. Ну, все сложно сейчас. Да, нужен же диплом для работы, для дальнейшего развития. Все. Найти работу с дипломом, так, Реально, да. а без опыта есть. Ну, без опыта сложнее как-то. Надеюсь, да. На кого учитесь? IT. Айтишников сейчас спрос. Да. Ну, это от меня зависит, а не от диплома. Диплом — это для себя, я считаю. Диплом, да, конечно, поможет, так как я считаю, что университеты идут хотя бы не за тем, чтобы получить, как некоторые считают, бумажку, да, а чтобы познакомиться с людьми, а в первую очередь ознакомиться с информацией, которая тебе пригодится в будущем. Допустим, я учусь на политологии, Чувствуется. да? Первостепенная моя задача, на самом деле, это тут познакомиться с людьми. Ну, я не уверена в специальности, но диплом поможет. Почему так уверен? Потому что я сама выбрала вот международные отношения и дипломатия, но я думаю, что трудно будет найти работу. Но дипломатия дает, диплом дает преимущество работать в разных сферах. Близко к дому и не строгий дресс-код. Зарплата высокая. Потом, наверное, хороший корпоратив. Ну, я думаю, для меня важна стабильность и комфорт в работе, и все. Наверное, развитие как-то. Да, карьера. То есть мотивация. Мотивация, да. Ну, чтобы дальнейшее развиваться. Чтобы зарплата была хорошая. Главное, чтобы работа нравилась. Сам с детства мечтал вот политиком стать. В моем случае самое важное – это честная конкуренция от работодателя, чтобы были честные конкурсные отборы для работников. Для меня важно, это, наверное, время. Например, с 9 до 8 это нормально, по крайней мере, сейчас. Не так, чтобы всю ночь работать с документами. Сейчас учителя работают так. Также это зарплата, наверное. Сколько бы хотелось получать? Вначале я знаю, что будет мало, но это нормально, потому что по специальности это нормально. Ну да, желательно, чтобы не воровал. Потому что коррупция же это все же закон. Это разрушать государство. Совесть. Ну да. Чтобы справедливым был, чтобы, не воровал, самое главное. Чтобы помогал народу, чтобы обращал внимание больше народу. Человек, который любит свою профессию и работу. А еще? Все, что надо. Если он любит, он будет работать так, как и должен. Если образцовый, то, наверное, послушный. Но это не про меня. Образцовый работник, думаю, самый образцовый работник для меня – это тот, который сможет от самого начала пройти путь. То есть я подразумеваю под этим то, что он для того, чтобы научиться командовать, он должен научиться подчиняться. То есть пройти с самого начального уровня до уже начальника. Это ответственный человек, во-первых, потому что ответственность и то, что человек успевает во всем, это решает многое в работе. Многие говорят, чтобы человек послушным был. Вы как считаете? Не всегда так, потому что каждый человек должен выражать свое мнение. Например, если ему не нравится, то он должен это сказать, изменить, в конце концов. И уволиться. Ну, да.